Всего 9 месяцев назад Академия наук Якутии сообщила о найденном в вечной мерзлоте уникальном детеныше шерстистого носорога. И вот новая сенсация. Впервые в истории палеонтологии в распоряжении ученых оказалась пара детенышей пещерного льва. Полностью сохранившихся в толще многолетней мерзлоты пещерных львят нашли в районе реки Уяндина в Абыйском районе Якутии. Река поднималась на где-то 3 раза, получается, было поднятие уровня воды. Слишком сильно поднималась вода. И в результате того, как вода начала уходить, обнажились берега, промылись берега. И вот береговые обвалы, там образовалась трещина. И линза начала лопаться там в одном месте. И мы увидели в трещине как раз там, что торчали там, получается, кусочек . И мы начали уже смотреть, что там, и обнаружили львят в этой трещине. Авторы находки передали ее Академии наук Якутии. Благодаря их грамотным действиям львята дошли до ученых практически в нетронутом виде, что открывает большие возможности для исследований. Их нашли в августе этого года и сразу же сообщили нам. И их все время держали в замороженном виде, они ни разу не размораживались, как вот вышли из-под земли, и мы надеемся, что они являются носителями уникальной научной информации, потому что впервые дошли замороженные туши пещерных львов. Почему сразу сообщили в Академии? Некоторые не сообщают, например, таких находок. Это, мне кажется, очень достояние, получается, республики, и все должны знать об этом. Тем более, что такая находка первый раз в таком состоянии, кажется, они первые должны были узнать об этом. Я, не стесняясь, скажу, что это уникальная находка. Поверьте мне, человеку, который много чего увидел, в том числе и различные палеонтологические находки, объект действительно уникальный. Вот сегодня вы увидите, знаете, львят с пушистыми мордочками. Такое ощущение, что они прямо откроют глаза и предстанут перед вами достаточно, как живые. Хотя, конечно, возраст их, об этом, наверное, наши ученые скажут. Сказать, что находка уникальна, не сказать ничего. До сих пор о существовании пещерных львов свидетельствовали только отдельные скелетные останки этих хищников. Якутские львята – первые, кто дошел до нашего времени в замороженном виде. Индивидуальный возраст львят, на первый оценочный взгляд, меньше 2-3 недель, где-то так. В первую очередь найденных львят проверили на наличие опасных микробиологических инфекций. Затем якутские палеонтологи провели первичную оценку морфологии котят. Предварительных выводов пока не делают, слишком рано. Микробиологию сделали в первую очередь, потому что это необходимый обязательный этап проверки всех таких находок на безопасность, на санитарную эпидемиологическую безопасность. И анализы хорошие, ничего опасного нет. В первую очередь мы сейчас проведем промер внешней морфологии, а после этого уже начнем уже собирать научную группу и составлять научную программу, потому что уже, говорится, есть разные предложения от разных научных центров уже всего мира. Будем выбирать сейчас и думать, как лучше их всех исследовать. Сколько лет львята пролежали в вечной мерзлоте, как они погибли, ученым только предстоит выяснить. Одно не вызывает сомнений. У Яны и Дина, такие имена дали львятам авторы находки, помогут узнать чуточку больше о том, каким был наш мир 1000 лет назад. Галина Мазалевская, Николай Необутов, Джоустан Трофимов, ЕСИА.